Это тот самый редкий случай в спорте, когда ободряющие крики болельщиков не только не нужны, но и категорически запрещены. Прямо за моей спиной идет борьба за победу. Спортсмены играют с закрытыми глазами, а одержать верх над соперником им помогает острый слух. Игра «Шоу-даун» создана именно для слепых и слабовидящих. Игровой стол с лузами разделен щитом на две части. Участники используют мяч, внутри которого находятся металлические шарики для создания шума. Именно на него ориентируются незрячие и слабовидящие спортсмены. В сегодняшнем турнире принимают участие более 15 юных теннисистов как из нашей, так и из соседней республики. Один из них – 14-летний Иса Цароев. В настольном теннисе он далеко не новичок. Свою партию игры парень выиграл уверенно. За каждое точное попадение положено 2 очка. И еще по одному, если от удара соперника мяч вылетел со стола, соперник попал в экран или же отбил мяч чем-либо, кроме ракетки. Здесь главная цель – забить мяч в ворота противника. Об этом знает и Танзила Ибрагимова. Теннисом девочка увлекается не так давно. Сегодня это первый турнир, в котором она принимает участие, и уже первая победа. Начинала где-то 2 недели назад. Ну, я очень рада, что первый раз победила. Я очень переживала, когда играла. Поддержать молодых игроков пришли не только родственники и друзья, но и профессиональные спортсмены, которые считают, что именно спортивная деятельность – отличная возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья развиваться, вести активную полноценную жизнь. На самом деле, направление возможность а так и турнир организовать в любом случае первый турнир детский на самом деле поддержки. Сегодняшний турнир организован Ингушской региональной организацией спорта слепых при поддержке фонда президентских грантов. У нас это предпоследнее мероприятие. Дети тренировались и готовились к этому турниру, а сегодня мы уже проверяем их. 11 очков должен набрать игрок с разницей 2 очка. Получается, в 3 партии играет, до 2 побед. Лидеры сегодняшнего турнира по традиции получат кубки, медали и грамоты. Ну а дальше запланировано еще несколько мероприятий, где наши юные спортсмены покажут еще более лучший результат. Малика Измайлова, Мурат Гуражев, Новости 24.